В Сухумском парке имени Тараса Шамбо уже несколько месяцев проводятся масштабные ремонтные работы. Глава администрации Сухума Беслан Эшпа рассказал главе государства Аслану Бжане, что проведена дренажная система, благодаря которой в парке не будет заболоченных участков. Мы очень надеемся, что этот парк будет очень таким привлекательным местом для наших жителей, для туристов. Насаждений очень много, высоких деревьев много, тени много, поэтому особенно летом будет большое удовольствие здесь отдыхать и гулять с детьми. Да, именно так. Молодцы. Это центральная часть города. Бюджет у нас здесь, конечно, он изначально был очень большой, там порядка 30 миллионов, но мы на 17 миллионах остановились, и это все городские деньги, делаем за свой счет. Планируем успеть до 30 сентября. Молодцы, успехов. В парке будет сохранена изначальная планировка, вплоть до разметки дорожек. Восстановят и обновят фонтан. Беслан Эшпа заметил, что также обратно установят 13 столбов индоевропейской телеграфной линии, которые стояли в парке с конца позапрошлого века и которые были демонтированы для восстановления. Затем побывали на месте, где проводится ремонт исторического комплекса смотровой площадки на подъеме к Сухумской горе. Муниципальное учреждение «Горстройпроект» по поручению главы Сухума Беслана Эшпа занимается благоустройством этой территории, что входит в план подготовки к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Будет новое освещение по всему участку. Верхняя площадка тоже уже, в принципе, отремонтирована. Выложена плитка, перила новые и так далее. Президент Аслан Бжане отметил, что после реконструкции и жители, и гости не только столицы, но и всей республики получат красивейшие объекты для посещения. Символичным местом Отечественной войны народа Абхазии, где абхазские ополченцы приняли первый бой, назвал Красный мост Беслан Эшпа. И закономерно, что к 30-летию Победы его решили отремонтировать. Мэр Сухума рассказал главе государства, что обновлено многое, вплоть до декора перил и подземных коммуникаций, проходящих под тротуаром моста. Восстановить Красный мост и постараться сделать максимально для того, чтобы сохранить его былую идентичность. Поэтому все элементы, которые видите, да, конечно, они сегодня в таком виде восстановлены, наносятся, но будет воссоздан тот вид, который у него был изначально. Поэтому реконструкцию ведет наше подразделение. Здесь, в принципе, все коммуникации, которые выходили, тут коммуникационная часть из них была за пределами моста, мы их уложили в мост. Вот здесь вот под плиткой проложены специальные шахты, и вся коммуникационная часть, водопроводы, освещение, которое не только мост пользуется, но и вся часть магистральная города сюда, которая проходила, вся идет. Аслан Бжане и Беслан Эшпа также осмотрели объем выполненных работ в бывших санаториях МВО и ПВО. Представители инвестора показали корпуса, которые уже запущены или находятся на завершающей стадии ремонта. По их словам, пришлось провести и перепланировку. И теперь в каждом номере отдельный санузел и ванная комната, чего раньше не было. На данный момент это корпус, который имеет 74 рабочих номера. В течение недели мы планируем уже его запустить. К 1 августа этот корпус уже в рабочем состоянии. На него уже есть заявки, есть брони. Как видите, у нас осталось только установить мебель. Сейчас идет сборка мебели. Все ремонтные работы и внутренняя отделка полностью закончена. Да, если можно, немножко расскажу именно про специфику, да, почему нам пришлось все перепланировать, потому что все корпуса, которые были на территории, не считая двух 14 и 15 этажки, они все были по типу общежития. То есть была одна общая ванная часть, да, и все просто были номера. Нам для удобства мы сделали так, чтобы в каждом номере были своя независимая санузел, соответственно, нам нужно было всю инженерию в каждом номере провести, поэтому это такая достаточно сложная работа была проведена, но мы справились. На территории санатория будет отремонтирован бассейн, который смогут бесплатно посещать и местные жители. А в одном из строений планируется открыть клинику инновационной косметологии и пластической хирургии. С двумя большими операционными, современными, с 9 кабинетами врачей и 6 кабинетами косметологов. Клиника будет двухэтажная, оба этажа будет занимать клиника. Здесь будут палаты располагаться для людей, которые приехали сюда полечиться.
И на первом этаже планируется еще и служебные даже квартиры. Для чего служебные квартиры? Потому что, присутствуя и участвуя в первой международной конференции медицинской в Абхазии, я познакомилась с профессурой и академиками из Сеченовского института, показала им наши проекты, переговорила. И профессура сказала: да, мы приедем сюда к вам, чтобы оперировать. Полноценную Конечно. клинику делаете. Конечно, приедут. Самое главное, что заживляющий эффект, пластическая хирургия, она как бы больше на женщин, да, ориентирована. Заживляющий эффект на этой территории, в Абхазии, с таким морем и с таким воздухом будет просто неимоверный. Это самое главное. Инвестор нацелил строителей на максимальное сохранение красот, которые есть на территории санатория. Сохранены все многолетние насаждения деревьев и даже лавочки. Заменили лишь деревянные части. По большей части периметра и по набережной выложена новая брусчатка. И, по словам представителей инвестора, она уже стала новой любимой зоной променада сухумчан, не только постояльцев санатория. Инвестор данного объекта берет на себя и возведение прогулочного пешеходного моста, которое удлинит набережную и соединит две части города, разделенные рекой Басла. Проект прошел экспертизу в столичной администрации. Застройщик учел технические замечания и внес некоторые коррективы. Специалисты уже пробурили места фундамента моста до глубины 7 метров. Где мост планируется? Вот там начинается, вот напротив там, и вот сюда идет. Вот сюда мост. Да. И на оборотную сторону он выходит двумя крыльями, чтобы захватить максимально большое количество людей. Огромный поток. После осмотра ряда объектов глава государства на совещании выслушал доклад столичного градоначальника об итогах работы за первое полугодие 2023 года. Беслан Эшба рассказал об основных показателях по доходной и расходной части бюджета, по налогам, об инвестпрограмме и инвестициях, о собираемости платы за электроэнергию, о криминогенной обстановке и о многом другом. Главная цифра доклада – доходная часть бюджета Сухума за первое полугодие выполнена на 124%. Доходная часть бюджета города Сухум за первое полугодие 2023 года выполнена на 124%. При плане 579 миллионов 855 поступило 718 миллионов 219 тысяч. Из резервного фонда президента, я уже как говорил, было выделено 18 миллионов 280 тысяч. На 57 адресов, из которых 15 были восстановлены крыши. Это в дополнение к тому, что было в 2022 году, в 2021 году. 15 объектов – это ремонт крыши и 42 адресная помощь, которые пострадали в результате стихийных бедствий. Из резервного фонда Кабинета министров, я уже говорил, 444 тысячи рублей было выделено на АТП, на текущую деятельность и так далее. Сравнительный анализ поступлений собственных доходов в бюджет города по сравнению с аналогичным периодом 2022 года состоит следующим образом. В этом году мы получили в бюджет города собственных доходов на 154 миллиона рублей, больше, чем в 2022 году. Рост составляет 127,5%. Заслушав доклад, президент поблагодарил мэра за подробности в деталях, за сравнительный анализ того, какие показатели были раньше и стали сейчас. Тенденция положительная, что говорит об эффективной работе, заметил Бжаня. В рамках отчета сложилась картина, полная картина. Я вырос в семье педагогов и оценочное суждение выношу следующим образом. Сравнительный анализ, как было в прошлом году, как было в позапрошлом году, ранее. Если есть динамика, это говорит о том, что те, кто занимается управленческой деятельностью, они добросовестно подходят к своей работе. В целом тенденции положительные. Еще раз за это хочу поблагодарить. Вот мы вчера были в Гагре, там ситуация неплохая, в Будауде. Но невозможно об этом говорить в Корчеве. Вы представляете, собственная доходная часть целого района, сколько, 18 или 16? Ну это что такое, при том, что проживают, это не в упрек, это так у нас экономика работает. Потом вот вбросы вот эти неправильные, люди же старшего поколения, они привыкли к тому, что имущество государственное, но такой системы уже не осталось. Имущество государственное, оно есть, но если это имущество коммерческого назначения, лучший коммерсант в этом смысле не государство. Это практика показывает.
наши МУПы, там, и всякие организации. Сколько из этих наших предприятий показывают прибыль. И каким образом формируется наш бюджет? Если посмотреть, в разрезе собственности больше 90% это частники, частная собственность, бизнесмены и так далее. Экономика управляет политикой, а не наоборот. Не надо политизировать вопросы, которые не должны быть политизированы. Продолжаем работать. Меньше разговоров и ненужного политиканства, сказал в заключении президент республики, нацелив всех присутствующих на дальнейшую плодотворную работу. Амра Амичб, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.